Итак, дорогие друзья, начинается третий день нашей рыбалки. Сегодня уже минус 34 градуса, что довольно холодно. Благо Ямаха стоит в теплом гараже. Смотрите, сегодня у нас будут гости. Так, сегодня к нам присоединяется Валерий. Валерий, ну что, как у тебя настрой? Впервые едешь на такую рыбалку? Настрой-то боевой, но не знаю, что будет, потому что первый раз. Ясно. Даже понятия Хорошо. Тепло оделся? Да, Все? достаточно. Отлично. Поехали. Он валит дым с трубы. Центральное отопление. Вот эти дома все подключены к центральному отоплению. Все поехали на рыбалку с утра пораньше. Сейчас на реке будет вообще как в осином улье. Смотрите, туда-сюда шнуряет. Здорово. Здорово! Сегодня к нам присоединился Марат. Это сын Иннокентия. Марат, привет скажи. Раньше Марат был маленький, сейчас большой стал. Подросли. Да, что кушаешь, Марат? Марат что-то кушает, видимо, специальное. Рыбу, наверное, рябушку, да? Сейчас поедем рыбачить. Вот, нас будет уже больше сегодня, поэтому не переключайтесь. Смотрите, далее будет интересней. Так, ну вот и приехали. Сразу традиционно рыбалка начинается с растопки печи. Печку растопить. Печка, башихонка большая. Вчера ребят удивило. Один раз затопил такими вот досками всякими. И весь день, сколько много людей приходило, все грелись. Хватает надолго. Так что, друзья, заказывайте на сайте клевоярыбалка.рф. У Иннокентия Иннокентьевича такая есть, стоит вообще нульцевая. И палатка тоже. Сейчас маленько солярку выкинем, чтобы горело лучше. Все. Старый древний иннокентий способ применяю. Еле-еле горит на самом деле. Да тут много не надо. Соляра. Так, сейчас раздеваемся, вращаем количество одежды, будем работать, двигаться и так далее, поэтому много одежды нам не надо. Такие как маски точно не нужны. Вчера еще, кстати, должен был сегодня повернуть печку. Печку сейчас развернем.
Все. Достаточно. Все. Так, ну вот такая вот пишня у меня. Пишня, друзья, тоже скоро появится на сайте, поэтому кому интересно, переходите, заказывайте. Валерий здесь уже колет лед. Смотрите. Деревенский парень, наверное, умеет колоть лед, а, Валерий? Деревне каждый день, наверное, да? Сколько ты держал в руках? Ну вот, пора вспомнить былое. Давай, давай. Не-не-не, там надо это. Кали, она будет это. О, Никима, Никима. Давай я покажу. Здесь главное не упустить эту палку. Я поначалу тоже упускал и перерубал эту вот эту вот проволоку. Поэтому потихоньку иду, вот, продолжаю в таком же духе, вот, потихоньку вдоль. Ну, откалываешь куски вот такие большие. Смотри, вот, вишня сама заходит, просто маленько направляешь, автоматически. Чтобы не было кругов, потому что это отпускать будем обратно в эту сторону. Если будут торчать какие-то эти, то это плохо. Так, дальше продолжаем обучение. Сейчас он выгребет остальное. Покажем ему самое главное по поводу расчистки. Потому что вроде как бы чистишь прорубь ото льда, но здесь тоже не все так просто. Тоже есть свои нюансы, так сказать, хитрости. На Ямахе, на снежике подъехали. Здорово, рыбакам! Здорово! Желательно. Ага. Полностью все, весь лед. Вот приехали ребята, наши напарники. Василий Галерьевич приехал, дрова маленько привез. Так, сейчас покажем основной нюанс, Валерий, который есть при расчистках. Теперь, Валерий, смотри, все со стороны
Куда будет уходить сетка, она будет уходить с двух сторон. Нужно сделать такой маневр. Просунуть под лед. И видишь, вот стоят льды. Там накопились. Их вот так вот все вытаскивают. Потому что сетка будет уходить, они там примерзнут и будут цепляться. Обязательно. И это еще не все. Кроме этого нужно будет почистить здесь. Вот так вот. Ну то есть лопатой поширкать, чтобы срезать все вот эти острые неровности. И к тому же у нас, по-моему, очень плохо обработан этот провод. Вот зубья торчат с краев, они будут цепляться за сетку. Надо доработать этим вишней. Вот сейчас Валерий подработал печней, и все, видите, вот здесь были такие как зубы острые на краях льда, и мы их подрезали, льдины эти. Вот сейчас начнем. Или еще надо обработать? Нормально это сойдет? Все нормально, хорошо. А тебе надо лед весь почистить, чтобы вообще не было льдинки даже. И потом иди одевать перчатки и будем вытягивать. Вот такой вот процесс обучения новых рыбаков, новые подрастающие поколения. Надо все азы передавать. Инструкция для чайников называется. Инструкция для чайников по-современному называется. Чистить тоже надо уметь. Вроде кажется, что там лед почистить. Бери палку. Бери туда. Просто сюда? Я скажу, где остановиться, когда выйдет сетка. Стоп! Ложи! Куда беги? Держи отсюда. Сейчас вместе вытащим на счет. Три будем вместе вытаскивать. Давай, потихоньку вытащим. Никуда не начинаешь цеплять с той стороны. Цепляешь вот так, смотри. Берешь и выдавливаешь. Лоб и туда кидай. Не, в любую сторону, в любую. Обучение. А я люлька. Лебедка покажи. Какая? Сколько вытащили? Так, поехали. Я люблю хорошо. Да, ребят. Здесь закатка нормальная.
вот, друзья, каждый день вот так. Сейчас уже икряные пойдут, потому что икряных надо икру удерживать. Здесь в жопе, видишь, дырка есть. Ее вот так зажимаешь, смотри, хоп, а потом вот так выжимаешь. Вот, раз. Чтобы икра не убежала. Самое главное это икра. Икра стоит. Не черная, а икра. И Что, как, впервые видишь такую рыбалочку, да? Расскажи свои впечатления первые. Что тебя удивило? Ну, я вообще не фанат, скажем так. Рыбалки, да? Но нет, не совсем рыбалки, Сетей? а с помощью сетей, да. Так. Так. Но спиннинг Ага. весной этого года, получается, я с Гаврилом, со знакомым вам Янычев? Янычем, да. Ну так и говори Янычев. Ездил. Его все знают. Стой, поездил на спиннинг. Ездил Я- на подлетную рыбалку, получается. Еще тебя зацепило, нет, подлет? Подлетно интересно, да. Ага. А с помощью сетей это любопытство ради, так скажем. Сегодня поехал, да, просто? Эксперимент. Ясно. Ну и как у тебя впечатление от этого эксперимента? Да пока еще не ясно. Ясно, да? Ну ладно, давай продолжаем. На второй или на третьей щетке может появиться, да, впечатление? Так, друзья, теперь отпускаем сетку. Процесс опускания сети. Все, Сетка отпускается очень просто. Как она сюда пришла, так она и отпускается. Абсолютно ничего. Никакой разницы. Мне раз сам нахватываете. Ушла, нет? Ушла вроде. Ушла. Течение само начинает утаскивать нашу сетку. И главное, нужно помогать маленько, чтобы она нигде не цеплялись вот эти, да, ячейки. Да, вот так делай. Зацепилась, ага. Все, Всё, обратно перестала идти. Не, смотрим, где она. Вот она зацеплена, видишь? Держи. Ой. Опять идет. Нет, идет. Да, сейчас палку не держи. Я уже опускаю конец. Ну вот и все. Здесь такая вот проверка сеток. Так, сейчас Валерий посчитает, сколько у нас рыб. Двадцать, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44 получается. 44, да? Ну что, на жареху хватит? На жареху хватит или нет? Ты говори, на жареху тебе хватит или нет? Сам как думаешь, много это или мало? Да, мне кажется, мало. Ну, в среднем. Да, Сказать, что мало. да. Могло быть и мало. Вот, в общем, для жарехи Валерии казалось маловато, поэтому идем проверять вторую сетку. Так, ну что, проверка
Сетки на ряпушку. Вторая сетка. Оп! Погнали! Наших городских. Рыба очень вкусная, друзья, деликатесная. Пахнет огурцами. Отвечаю сразу на ваши вопросы. Абсолютно нет костей. И вся в жиру. Очень жирная. В прошлый раз Валерию я пожарил. Как у тебя впечатление, Валерий, от жареной рыбы? Расскажи, пожалуйста, маленько. Прошлое косение это полностью правда, да. Ну, как Слава говорил, рыба жирная, после жарехи на импорту. Да, это точно. Причем ее можно употреблять в любом виде. Жареном, вареном, Копченым. котлеты копченом. Надо бы изготовить из них это, Валерий, котлеты сделать. Умеешь делать котлеты? Давай, погнали. Из чего? Ну, из запуска. Ясно. Ну, тогда я тоже не умею, тогда не будем делать. Это как не любитель. Причем ее можно просто нарезать как колбасу и сразу съесть с хлебом. Она даже так ест, а? Да, замороженная. Как строганина, только не строгаешь, а нарезаешь как колбасу вот так вот. Вот так вот, раз, нарезал и поел. И все. Они говорят, салаты готовят. Ну, так, что-то по день не делают. Видишь, он как идет. Что-то по низу вся идет, ловится в основном. Это сетка, потому что она не доставала до дна, поэтому, видимо, плохо как-то лежит. Сейчас веревку надо будет удлинить. Вот и коренная. Погоди, сейчас я распутаю. Понизу все нам идет. Ближе к концу она уже лежала, получается, на земле. То есть из-за этого вот здесь уже по центру попалась. А начало у нее там вот, получается, немножко подвисает. Вообще рыба ползает по дну, я так понял. Притрется о песок, когда мечет икру. Вот. Поэтому она вот аж прям желтая вся бывает. До такой степени стирает все, что прям желтеет. Рыба как сосевые, погибает после икромета. То есть поднимается до Жиганска она с моря Лаптевых, а это расстояние порядка 1000 километров. 1000 километров она сюда поднимается и мечет здесь свою икру. Вот так вот. Отсюда из Жиганска она еще
вверх километров 200 еще может пройти. Говорят, туда выше там ловят ее, но не в таком... Бесчастные ловят, но совсем мало, там где-то прям у них где-то там в одном месте. А ниже нас кто-нибудь ловит вообще? Ниже, конечно. Кефирские ловят. Ну кустотемские обязательно, конечно. Здесь в Чижиганских основной вид рыбного промысла это, конечно, омуль и рябчика. Не, погоди, Валя, смотри, считать тоже надо правильно. Вот смотри, берешь вот так, 5, правую, 5 берешь, 10, видишь, вот так быстрее, 15, 20, 25, 35. Когда было 44, 64. 69. 65 и 4. Я 65 засчитал, да? Да. А, Вот. Потом вот так немножко раскидываю ее всегда на льду, чтобы она была плоская, понимаешь? Чтобы она плоско замерзла. Вот так вот, они должны ровно лежать. Вот так грудой на друг друга не накидывать, потому что, видишь, они еще талые сейчас. Потом это, если могут слипнуться и неправильно вот так замерзнуть криво. Ну, нормально, прямо лежат главное. Все, идем к другой сетке, в ту сторону, потихоньку в сторону базы. Движемся. Ну вот такая вот сегодня вот рыбалочка, друзья. Рыбалка с Валерием, так назовем эту рыбалку. Вот. Потихо идем. Сеточку проверяем, все нормально. Так, сейчас покажу, как колет профессиональная пешня. Ну, профессиональная пешня как будто колет профессионально. Ну что, Марат, расскажи, сколько лет рыбачишь ты? А? Сколько лет уже? А? Давно? Да. Сколько? Тебе 16 сейчас? Ага. А рыбачишь со скольки? Точно не знаю. Лет 5 есть, наверное. Красавчик. Один сетку проверял, нет, когда-нибудь? Один нет. Ну вот надо тебе одному попробовать проверить. А отпускал сетку-то уже? Да. То есть ты сейчас можешь эту сетку опустить, да? Ну сейчас не знаю. Раньше мог. Ну хорошо, сейчас тогда проверим сетку и ты ее опустишь. И все, что с ней произойдет, будет на твоей ответственности, хорошо? Нет. Надо учиться когда-нибудь, Марат. Так что давай, мы сейчас будем это. Вы с Валерием опустите сейчас вдвоем.
Два молодых специалиста. Или ты уже старый специалист? А, Марат? А? Или ты уже старый специалист? К какому относишься? К молодому? На старости мне Ну у тебя же опыта побольше, чем у Валерии. У вас-то побольше, чем у меня. Не, наверное, одинаково. Первый год я не помню, ты с нами ездил, не ездил. Вот, смотрите, сколько рыбы привалило. Давайте, пацаны. А что-нибудь разговариваете-ка? Вы что такие молчаливые стоите-то? А? Как погода там? Что-нибудь разговариваете? Было прохладно, сейчас стало тепло. Минус 30. Минус 30, стало тепло. Нормально. Это по-нашему, по-якутски. Рыбы много. Хорошо. Перчатки нормальные, да, Марат? Да. Как раз. Удобные. Модные. Главное, что тепло, да? Главное, Рукам. тепло, да. Вот. Ребята, отлично. Смотрите, сколько народу сегодня на реке. Вон, посмотрите, уже люди завезли свои балки. Вот в этих балках обычно они ловят ряпушку, но сейчас современные люди перешли полностью на палатки. Вчера ребята, мужикам очень понравилась моя палатка. Они сказали, что довольно тепло, главное печка. Вот. Печки, ребят, вы такие можете найти на сайте клёворыбалка.рф, так что переходите, смело заказывайте. Уже много лет пользуюсь этой печкой, рекомендую. Так, ну а здесь у нас рыбаки продолжают все еще тягать ряпуху. Марат, любишь ряпушку? Очень. В каком виде ты ее любишь? Жареным. Больше всего жареным, да? А? Больше всего жареным любишь, да? Больше всего жареным, да. А еще какие блюда знаешь? Уха. Этот пирог. Все Рыбный пирог, да? Из ряпушки. ряпушка под шубой, да? Ясно. То есть, как селедка под шубой, только ряпушка, да? Ряпушка, да. Ну давай, опускай, Марат, посмотрим на твой скилл. Нет. Как ты свой скилл прокачал? Давай. Горными тренировками с Ну, давай. Александром Деконовым. Нет, я имею в виду скилл по опусканию этой сетки. Давай. Это же отдельно же там тема, но... А, ты прям один будешь? Ну давай. Он же обещал один показать. Но Не обещал, ничего такого не говорил. Я только считать буду. ноги обязательно надо вот так ставить, да? Ну, так Марат, ты удобнее. рассказывай, что ты. Ноги ставим так, погружаем дальше в воду. Сначала идет грузило, да? Да, раз взял, Потом. потом все остальное. Так, хорошо. Ага. Так. Не-не-не, тастыгаргын уганис, тастаргын уганис. Уганис, блин, бята тардыра. Тастардыра. Цепляется за лед, поэтому Вот, надо чтобы она отдирать. не цеплялась, ты должен ее обязательно это. О. И те магнит тискарами хавурахта, которая цеплялась. О, все, молодец. Смотри-ка. Молодец. Обучился уже. Цепанулась вон, ага. Так, Валерий уже научился тоже считать
по 5 штук. Вот. Красавчики. Сегодня у нас жаркая проверка сеток. Просто. Ребята просто в ударе. Вот. Марат, зацепилась? Вон у тебя мотня середина. Спустя, наверное, минут 30 у меня цепляется. Я думаю, ну, за корягу, наверное, что за что-то зацепилось. Пробую. А я помню наставление бати, чтобы, ну, в воду ни в коем случае не лезть. И думаю, потянул за леску. Смотрю, у меня спиннинг обратно катится к воде. Давай, короче, потом морочиться. Наверное, минут 10-15 повозился с этой щукой, вытащил. И на радостях побежал к отцу, пока он проехался. Круто, круто. Твоя учебка, Валерий. Не, Валерий не сможет, давай лучше я отпущу. Сколько? Алтон, 63 рыбы. Ну вот так вот, друзья. Проверили мы сегодня сети. Сейчас пойдем в палатку обедать. После обеда поедем домой. Счастливые. Ну, разделим улов. Там другие рыбаки тоже должны были рыбку подвести. Возле палатки нашей выгрузить. Вот. Старики что ловят. Старая гвардия. А то там в молодой гвардии вожусь. Хорошие. Обучаю их. Как хорошо, что стариками не надо никого обучать. Сами научат, да? Ну что, расскажите сегодня, как по вашим впечатлениям рыба? Рыба Есть сегодня хорошая. Даже, как говорится, прибавилось, чем вчера. Прибавилось, да? В 2 раза или чуть-чуть? Ну, где-то 1,5, наверное. 2 раза. Да. 2 не будет. Ну мы тоже так. Но надеемся, что еще будет прибавление. Ага. Так как То есть еще в Кюсюре, говорят, хорошо брали. Поэтому мы ориентируемся на это. это ниже, да, отсюда? Да, Сколько километров? Кюсюр где-то на 500 километров. 500, да? А сколько времени потребуется рыбе, чтобы подняться с Кюсюря до сюда? Ну, мы не знаем, там же осенью рыбачили. Уже, наверное, на подходе. Вчера кастотены, говорят, за 100 с лишним брали. Ой, икра побежала. О, икра идет. Вот эту икру деликатес вот так надо кушать. Ну-ка, как надо кушать? Свежая. Никто такую вам не предоставил. Ох, Вот это да, это уже контент. Казич ест икру, не отходя от сетки, да? сейчас покажем еще один метод, Ага. как икру Кушает. потом можно скушать. Да. Но оно будет как другой деликатес. Ну-ка. Сейчас икряная будет. Покажем. А что-то я заметил, икряных что-то не очень много, да? Как я и говорю, рыба еще рано. Будет на подходе скоро. Кстати, это какая-то другая, да? Немножко. Вроде рябушка, да, но у нее плавники красные. Вот. Смотри-ка. Наверное, порода другая. Есть икра красная, такая красноватая, есть желтая. А, да, у них, то есть, видать, 2 вида рябушек, да? Икра тоже разная бывает. Вот, допустим, вот 2. Тут видишь, красная. Да, вижу, красная и темная. Довольно интересно. Поэтому рыбакам надо отличать. Рыбы как тоже люди разные бывают. Ну да. Темная раса, светлая раса, Ну, монголоидные, европеидные. А ну-ка на. Очищаешь и делаешь тут
заготовку. Да? Лепешку делаешь, да. Вот так замораживаешь, да? И замораживаешь, потом кончиком ножичка его берешь, съедаешь, да? и оно получается как оладушки. Ух ты, круто, круто. Хороший метод. Вот так вот. И пусть мерзнуть. А рыбка вон пустой живот стал. Вытаскивать хорошо. А эту рыбку потом уже друзьям можно отдать, да? Кружной был где? Рыбка для друга называется. Слушай, кружной давай. Куда девался, не знаю. Хорошая тема. Рыба для друга. Да. Для лучшего друга. Он все поймет, скажет. Ребята использовали икру по назначению. Уже закусили. Да. Так, сейчас вот все-таки сетку опустили. Сейчас берем ранее приготовили оладушек. Оладушку, да. Она ровно успевает застыть, да? Да, ровно застыла вот. Сетка вот в таком виде. И потихонечку. Кушаем. Попробуйте. Давай, давай, давай. Деликатес. Такого ни в каком ресторане не покушаешь. Но вообще свежая, иди. Вот дарю. Спасибо. Ну что, тает во рту. Так вот, с обеда собираемся. Идем дальше работать. Второй заход. Сейчас будем тарить рыбу и поедем домой. Только тарить, еще сети поставим. А, еще сети поставим, да? Хорошо. Василий Гаврилович, поможем еще сетки поставить. Что-то маловато, надо сети еще пробавить надо. Хорошо. И рыбалка через 2-3 дня кончится. Надо маленько если добавить надо, чтобы быстрее нормы выполнить. Но. А дверь не закрывать их, конечно же, не учили, да? Вот такой обед у нас был. Все не доели, смотрю. Такую вкусную еду. Хотя бы остатки доедим. Где? Хозяйки подхрема сделать надо мелкий. Итак, с обеда начинается затарка рыбы, прогрев снегоходов. Так, сколько рыбы надо сувать здесь пульт? Василий Гаврилович. Положи 40 штук. 40 штук всего лишь? Положил 40. А, не, я имею в виду, сколько туда это? 120 впереди. Сейчас ты сказал, 120 положил. А сколько обычно люди ложат? 120, да. Некоторые говорят, побольше даже впихают, да? Конечно, если там специально ложишь, там 150. Так, самый простой способ, по 5 штук. Считаем, раз. Два. Три. Четыре. Пять.
мешок должно 24 выйти. Тогда будет ровно 120. Вот так проще считать. Все, ровно 120. Почему все мешки ровно по 120? Да потом проще считать, сколько мешков, даже до штук можно высчитать рыбу. Вот так вот. Ну вот такая, друзья, сегодня прошла рыбалка, поэтому если вам понравилось, пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока.